В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Осень – время театральных премьер и музыкальных фестивалей. О международном фестивале «Северное сияние». О премьерах филармонии Якутии сегодня поговорим с ее художественным руководителем Натальей Базылевой. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. Ваш коллектив начинает очередной сезон международным арктическим музыкальным фестивалем «Северное сияние». Кто приедет и чем он будет выделяться? Да, действительно, мы официально открываем сезон нашим фестивалем. Фестиваль традиционно проходит в нашем городе в течение месяца. В этом году он проходит со 2 октября по 1 ноября. В качестве гостей мы ждем гостей из Португалии. Уже 2 октября будет представлен концерт симфонического оркестра «Симфоника Арктика» нашей филармонии. Дирижер и солист, габаист – это представители музыкального искусства Португалии. Жоу Тиаго Сантуш – дирижер, и Тиаго Коимбри представляет португальское музыкальное искусство. И этот проект осуществляется при помощи поддержки Министерства культуры Португалии. 5 числа октября мы осуществляем проект, посвященный как-то соприкасающейся и нашей дате, навстречу к столетию очень известного и уважаемого композитора Гранта Григоряна. В честь грядущего столетия мы пригласили музыканта, который уже был здесь, Эммануэль Оганесян. Это исполнитель на дудуке. Он исполнит свои произведения в сопровождении симфонического оркестра и арка Арктика, а также прозвучит музыка Гранта Григоряна. Далее мы ждем 8 числа следующий проект. Впервые мы представим якутянам проект, который называется «Башмет-центр представляет». У нас на базе Высшей школы музыки существует филиал Башмет-центра, где ведутся мастер-классы. А вот концертный вид деятельности, взаимоотношений мы впервые представляем нашему городу. И Башмет-центр представляет солиста Мариинского театра. Это замечательный музыкант, исполнитель на флейте Денис Лупачев. Этот концерт пройдет у нас 8 числа. 10 октября мы впервые представляем в нашем виде деятельности слово, художественное слово. Даниил Спиваковский представит знаменитое произведение Леонида Филатова «Сказ про Федота, стрельца удалого молодца» в сопровождении Государственного концертного оркестра Якутии, дирижер из Москвы Евгений Волчков. Но еще интересен этот проект тем, что впервые наши земляки здесь, в Якутске, услышат такой еще удивительный музыкальный инструмент, как гусли звончатые. Далее у нас будет мероприятие, мы так называем, возможность экспериментальной площадки. Ранее в нашем фестивале мы часто приглашали гостей, представителей джазового искусства, а вот теперь мы дали эту возможность нашим молодым музыкантам. Это все выпускники Высшей школы музыки, они себя назвали «Квартет». Мы им доверили такое участие, представить джазовое направление в нашем фестивале в концерте 20 октября. 23-го мы, находясь и живя в нашем регионе, конечно же, решили не обходить это событие навстречу столетию Ленинского комсомола Якутии. Мы даем концерт песни нашей молодости. Исполнители – это наши коллективы. Симфонический хор филармонии Якутии, главный хормейстер Людмила Шумилова. И дирижер Павел Васьковский будет управлять духовым оркестром. Интересная программа. Приглашаем наших земляков. Далее, 23-го, этот концерт будет 24-го, а вот 23-го, так как наш фестиваль прежде всего музыкальный, и, конечно же, мы должны реагировать и позиционировать прежде всего музыкальное искусство нашей республики, то главное событие, мы считаем, музыканты,
нашей Якутии, что главное событие в этом году – это 25-летие, конечно же, нашей кузницы, Высшей школы музыки имени Василия Афанасьевича Босикова. А она отмечает в этом году 25 лет. И 23 числа как раз состоится концерт силами коллективов Высшей школы музыки в рамках именно нашего фестиваля. Потому что именно этот коллектив готовит все музыкальные кадры, прежде всего для нашей музыкальной деятельности филармонии. Далее мы 27-го представим традиционно в каждом фестивале концерт в рамках проекта «Встречи с органом». И в этом проекте у нас приглашена музыкант Мария Викилова из Бельгии. Еще одно новое направление, которое мы предложим в рамках фестиваля для нашей публики, это будет проект «Фабио Мастранджело представляет». А представит вам он проект «Музыка и сказка». Наш главный дирижер нашего оркестра симфонического, он еще главный дирижер мюзик-холла в Петербурге. И вот проект, перенесенный из мюзик-холла сюда, то же самое услышат здесь наши земляки. Всего в течение года будет таких 3 мероприятия. Это все будут сказки, пока это секрет, сюрприз. Но 31-го в 18:30 мы ждем взрослых вместе с их детьми на этот проект «Музыка и сказка». И завершится фестиваль 1 ноября. Закроет его, конечно же, наш симфонический оркестр под управлением Фабио Мастранджело. Прозвучит знаменитая фантастическая симфония Гектора Берлиоза. И во 2-м отделении приедет наш земляк Григорий Чернецов, солист Академии певцов Мариинского театра, и солистка казахстанской оперы Анастасия Кожухарова. Вот таким образом в течение месяца мы представим нашим землякам наш фестиваль в городе Якутске. А ранее, на протяжении других лет, наш фестиваль был представлен и на территории республики. Мы вывозили его и в Жатай, и в Покровск, и в Бердигистях, и в Валдан, и в Нерюнге, в Хабаровске, в Москве, в Петербурге, в Южной Корее и даже в Соединенных Штатах. А в этот раз, получается, у нас только горожане Якутска могут насладиться В этот раз программой. получается, что только горожане Якутска. Действительно, фестиваль огромный, целый месяц, и такое большое количество музыкантов. Расскажите, как удалось договориться со всеми ними, как удалось их объединить вот в этом вот месяце на этот огромный фестиваль? Ну, вы знаете, эта работа проводится на протяжении длительного времени. В нашем музыкальном сообществе у нас есть определенная сфера взаимодействия, контакты. Мир музыкантов, он очень тесен. Мы порой друг другу рекомендуем кого-то для исполнения. Какие-то предложения приходят к нам самостоятельно. На каких-то музыкантах мы выходим сами. Но это наша именно ответственность в нашем регионе и ответственность филармонии именно прежде всего за пропаганду и позиционирование академической музыки. Вот что мы и делаем. И, в общем-то, нашему учреждению удается поддерживать формат деятельности филармонии согласно параметра деятельности всех филармоний страны, несмотря на объективные какие-то сложности и климатические в том числе, потому что бывает, приезжают музыканты, резкий перепад температур, сухо в помещениях, это все отражается на его самочувствии, но тем не менее, и даже несмотря на далекие расстояния, те гости, которых мы приглашаем, они приезжают к нам с удовольствием и желают приезжать еще в дальнейшем для того, чтобы представлять свое музыкальное искусство для наших слушателей. На самочувствие как самого артиста, так и его инструмента, наверное. А расскажите, пожалуйста, какая публика у филармонии сегодня? Что предпочитает слушать современный зритель? Вы знаете, наша публика порой удивляет в очень хорошем смысле. Мы иногда думаем, что ту или иную программу будет воспринять сложно, да,
или тот вид деятельности может быть сложно. Но у нас публика удивляет. Когда мы начинали, например, осуществлять проект органных концертов, мы думали, что мы будем это осуществлять при полупустом зале. Зал был переполнен буквально на первый концерт. То же самое с музыкой академической. Например, полностью весь концерт Бетховен звучит и полный зал. Но в этом плане все равно у нас есть часть работы, которая направлена на популяризацию. Есть концерты с более популярной музыкой. Мы даже проводим такие проекты, как музыка-кино, симфорок, для того, чтобы и молодежь приобщалась к нашим исполнениям. Аудиторию. Да, конечно, расширяем аудиторию, и интерес в этом есть результат. И наша аудитория, вы знаете, начиная с младших школьников, заканчивая уже возрастными, у нас все срезы возрастной аудитории находятся. Поэтому в этом плане филармония ведет целенаправленную работу, и у нас нет какой-то вот публики только вот пенсионного возраста, что иногда наблюдается, в общем-то, в других регионах. У нас все возраста, все программы. Говоря о подготовке публики к такой музыке, как вы считаете, необходимо ли всеобщее музыкальное образование? Вы знаете, конечно, это было бы в идеале. Да? Почему? Потому что в любом случае всеобщее музыкальное образование оно дало прежде всего определенный результат для гармоничного развития личности. Недаром в нашей республике осуществляется замечательный проект «Музыка для всех» по инициативе Михаила Ефимовича Николаева, да, который уже на протяжении нескольких лет работает. Это очень важная составляющая. Но, к сожалению, такой возможности у населения у всех 100% нет и быть не может, потому что нет такого количества музыкальных школ сегодня. Да? Но, тем не менее, получать какое-то самообразование, интересоваться, и прежде всего через посещение концертов в исполнении музыкантов, прежде всего через прослушивание каких-то интересных программ по телевидению и, приобщаясь к этому, выезжая за пределы региона, я бы искренне, просто как живой человек, советовала любому нашему жителю для его собственного самоуважения и развития. Наталья Владимировна, и очень коротко в завершение программы, вне работы, что предпочитаете слушать сами? А вы знаете, я настолько люблю то дело, которым я занимаюсь, в основном академическую музыку, я ее и слушаю. Но еще могу послушать джаз с удовольствием. Спасибо за интересную беседу. А я напомню, что у нас в гостях была Наталья Владимировна Базалева, художественный руководитель Госфилармонии Республики. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.